В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Заместитель председателя подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Ремзи Ильясов заявил, что вопрос о предоставлении квот крымским татарам в органах власти нуждается в специальном обсуждении и сослался на опыт российских Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. Что стоит за актуализацией темы о квотировании представительства крымских татар во власти? Работает ли этот механизм в соседней России и как сами крымские татары могут отреагировать на подобное новшество? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Комментируя вопрос о предоставлении квоты на представительство крымско-татарского народа в органах государственной власти, Ремзи Ильясов заявил, что эту проблему нужно решать с помощью открытых дискуссий между властью и общественностью. Таким мнением он поделился с крымским изданием «Аргументы недели Крым». Цитируем. Напомним, что во времена украинской юрисдикции на полуострове действовала норма в 20% квоты крымских татар во власти. С присоединением Крыма к России это правило упразднилось и сейчас снова выходит на повестку дня в информационном пространстве республики. С нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут Ремзи Ильясов сослался на украинский опыт квотирования представительства крымских татар в органах власти, согласно тому, что передают аргументы недели Крым, квота это составляло 20%. Расскажите нам, пожалуйста, действительно ли в Крыму когда-либо применялся такой механизм квотирования, как именно он выглядел и сколько крымских татар гарантированно занимали места во власти? Ну, честно говоря, я не припомню, чтобы где-то вообще была зафиксирована, скажем, соответствующая квота, и в украинском законодательстве, и вообще принцип квотирования по вхождению, крымских татар, как коренного народа, или кого бы ни было, во власть. Единственное, в Крыму в 1994 году, скорее не благодаря, вопреки, то есть тогда была достаточно сложная ситуация, связанная с вопросами представительства крымских татар в тогдашней Верховной Раде Крыма, был введен избирательный механизм, это был по закон про выборы 1993 года, то есть введение национальных округов. Кстати, не только для крымских татар, а для, скажем, представителей ранее депортированных народов. И тогда, благодаря введению этих квот, тогда крымские татары, на конкурентной основе, это был Курултай тогда и Меджлис, было избрано 14 представителей тогда в Крымскую Верховный Совет, и также представители немцев, болгар, греков. Вот это был единственный. Потом эти квоты были отменены, собственно, и мы не видели потом в Верховном Совете Крыма крымских татар, но тем не менее потом эти уже вхождения в результате следующих выборов на конкурентной основе были без принципа квотирования. Если говорить про исполнительные органы власти, то в Украине плюс-минус 13% в исполнительной власти, на уровне Крыма, можно было зафиксировать крымских татар. Кстати, это по сути официально же никто не считал, потому что это все были, в общем-то, достаточно приблизительные данные. Почему? Потому что у нас, нет графы национальность, в паспорте. То есть физически это достаточно сложно понять, вопросы именно подобного рода идентичности. Но эти 13% это были в основном
скажем, структуры, связанные около Госкомнацмиграции, то есть в самом Госнацмиграции. Потом это могли быть там работники в исполнительных органах власти, которые занимались межнациональными вопросами там на уровне крымских районов, скажем, и так далее. Но, в принципе, вот этот вопрос представительства, он всегда был актуальный. Особенно он был актуальный в том числе и для даже не представь, а просто возможности работы крымских татар в различных правоохранительных структурах. Если там на уровне прокуратуры и участковых милиционеров там как бы крымские татары были представлены, то на уровне там службы безопасности Украины в Крыму, да, достаточно специфической тогда, их не было, да, их судьи, то есть с этим были проблемы. Мне сложно говорить про какое-либо квотирование в России, насколько я знаю, там тоже, собственно, не предусмотрено никаких соответствующих квот нам для представителей национальных меньшинств. Единственное, там, где национальные республики, очевидно, есть возможность избрания, да, вот как бы по принципам большинства. То есть специальных механизмов нет. Что побудило Ремзи Ильясова об этом говорить, но если взять... Давайте мы не будем, Юля, давайте мы не будем забегать вперед, потому что я хотел задать вам этот вопрос, но тут у меня появился слушатель. Давайте мы дадим ему слово. Добрый день. Ага, Слушателя больше нет, с нами не решился с нами говорить, поэтому вот теперь и переходим к этому вопросу. Почему внезапно, спустя там 4 года российской власти над Крымом, этот вопрос внезапно возник? Ведь Ремзи Ильясов вполне мог сказать, что це питання не на часе или что-нибудь в этом роде, и уйти, вместо того, чтобы ссылаться на украинский опыт, зачем-то вспоминать Кабардино-Балкарию. Мне кажется, что он, может быть, не ожидал этого вопроса, который, прозвучал из зала, по сути, и, мне кажется, что здесь, может быть, еще определенные элементы заигрывания там с самими крымскими татарами, которые сегодня проживают в Крыму. Почему? Потому что, действительно, вопросы представительства в самопровозглашенных органах власти в Крыму крымских татар, они оставляют желать, мягко говоря, лучшего. Да? Несмотря на то, что есть крымские татары, которые входят, да, работают в этих органах власти. Но и мне кажется, что это тоже, знаете, во-первых, это вопрос возможно, там его каких-то поднимания авторитета, это вопрос, как ему кажется, да, это вопрос, связанный с очередной игрой, заигрывания России с крымскими татарами. Ведь, собственно, российское руководство, оно сегодня отлично понимает, что, к примеру, в Международном суде ООН в Гааге рассматривается ряд положений, связанных с нарушением России статьей про противодействие дискриминации. И есть неотложные меры, и в том числе и по вопросам представительства, и представительства организации крымских татар, да, то есть как бы того же Меджлиса. И Россия пытается в том числе эту негативную волну как-то сбить и всячески демонстрировать, что она уделяет внимание вопросам крымских татар. Хотя, если вы посмотрите различные сообщения уже российских СМИ об этой ситуации, там, по сути, эта дискуссия вообще не ведется, да, то есть это какая-то, скажем, сложно сказать личная, но тем не менее это была инициатива Ильясова. По крайней мере, так как это прозвучало, и каких-то там широких комментариев этих вопросов также вы не увидите. И действительно странным есть ссылка, да, на опыты этих других российских республик, почему-то что там контекст другой, ситуация другая, мягко говоря. Но, тем не менее, там каких-то особенных, элементов квотирования прописанных, в общем-то, тоже нет, не существует. Хорошо. Поставлю вопрос так. Может ли, по вашему мнению, эта инициатива, пусть даже мы говорим о первом пробном камне, вброшенном Ремзи Ильясовым для прощупывания общественного мнения, попытка России перехватить украинскую повестку с предоставлением Крыму статуса крымско-татарской национальной автономии? Дескать, там пока на материке что-то там пытаются внести изменения в Конституцию, мы вам здесь и сейчас уже на полуострове дадим гарантированную квоту, и все будет в порядке. Или я фантазирую?
Ну, я не думаю, что вот как бы совсем фантазируете, но это, честно говоря, несколько разные площади, да, то есть принятие решений. Мне сложно себе представить, чтобы сегодня вообще всерьез Российская Федерация вообще рассматривала создание крымско-татарской национально-территориальной автономии. Более того, если мы посмотрим решения, там какие-то вот, ну, как бы публичные события, там, в сфере исторической памяти и так далее, то есть Крым российский, да, как это всячески подчеркивает российская сторона. То есть там есть просто вытеснение крымско-татарской памяти, украинской памяти, истории, вообще из вот этого общего крымского нарратива, если можно так сказать. Другое дело, что Россия, ну, спекулирует этими темами. Например, там говоря о создании национально-культурных автономий, в том числе там какие-то инициативы теми, кто играет в эту игру сегодня среди крымских татар, вот, они, ну, как бы есть, они поддерживаются российской властью там и так далее, но национально-территориальная автономия и национально-культурная, да, как просто создание общественной организации, которая там занимается языком и культурой, это, мягко говоря, совершенно разные вещи. Ну, а если говорить про вопросы представительства, ну, безусловно, представительство различных, ну, этнических групп, коренных народов, национальных меньшин, оно может быть не только в рамках вот этой конституционной планки создания национальной автономии. Вот, то есть есть, ну, как бы целые наборы рекомендаций, как это можно делать, как это нужно делать. Но мне сложно сегодня, честно говоря, представить, что кроме разговоров, ну, как бы Россия пойдет по какому-то писанному правилу. Скорее, это могут быть попытки инкорпорации крымских татар в различные органы власти, чтобы без каких-либо принципов, кроме лояльности, да, с той целью, чтобы потом, значит, продемонстрировать там, где это нужно, на международных площадках, что вот у нас эта проблема представительства в исполнительных органах власти, или в представительских органах власти, самоуправления, вот она, значит, как бы работает. То есть это такой имиджевый ход. Хорошо, вернемся к Украине и к 94 году. Почему украинская власть отказалась в дальнейшем от использования национальных квот для выборов в региональный парламент? Ведь ни крымские татары никуда не делись, ни проблемы, связанные с их возвращением из мест депортации, не была разрешена. Если мы тогда вспомним вот этот исторический контекст, то есть украинская власть тогда играла, скажем, не столько с крымскими татарами, сколько находилась под влиянием тогдашних крымско-татарских элит. Я помню, что наиболее, ну, скажем, рьяно против этих квот выступали тогдашние коммунисты, Леонид Драч, это различные пророссийские организации, которые тогда там российская община Крыма, да, которые тогда, в общем, активно были представлены в крымской политике. И скорее тут украинская власть пошла на поводу вот этих, скажем, установок. Более того, отмена квот, она же, ну, по сути, она очень критиковалась тогда и международными различными институциями. Ну, в частности, тот же Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Макс Ван дер Стул, он много раз публично говорил, что это ошибка. Вот, но тем не менее, ну, для того, чтобы условно договориться вот с этими крымскими игроками, ну, на это пошли. Ну, и мы получили, ну, уже в 98-99 году, да, в следующих выборах, конечно же, уменьшение представительства крымских татар в органах власти. И еще раз прошу прощения, у нас вновь появляется слушатель. Добрый день, вы в эфире, говорите. Добрый день. Я вам скажу, верить человеку, я из Крыма звоню, верить человеку, который, это, говорится, был политработником, завхозом госбезопасности КГБ Советского Союза, верить невозможно. Они пойдут на любые уловки, пойдут к татарам, все прочее, лишь бы показать, что они такие добрые. Ну, невозможно верить КГБисту. Это невозможно. И народ наш никак не поверит, крымско-татарский. Спасибо. Обмануть его невозможно. Спасибо вам за ваше мнение. Возвращаемся к разговору с Юлией Тищенко. Вот сформулировано, переформулирую, поверит ли крымско-татарский народ, есть ли шанс, что если эти квоты будут все-таки введены, то на них найдется достаточное число желающих?
Ну, знаете, сложно говорить, кого найдется, да, и всегда желающих ли, да, у людей могут быть, ну, к большому сожалению, очень разные обстоятельства. Но мне кажется, что все-таки достаточно сложно будет, ну, как бы действительно заполнить эти квоты. Более того, важны же не просто квоты, а кто туда пойдет, и принципы, да, которыми они будут руководствоваться. Вот. И, опять же, основной принцип для России по отношению к крымским татарам, украинцам, то есть любым этническим группам в Крыму, проявляйте лояльность, значит, и мы будем с вами сотрудничать. Если что-либо не так с их точки зрения, то есть, ну, какая-то отдельная политическая позиция там относительно поддержки, ну, оккупации, аннексии, ну, безусловно, там никаких вот этих реверансов присутствовать не будет, да, то есть это даже не столько вопрос доверия, это, ну, вопрос абсолютно целенаправленной российской политики, да, которая как подком, ну, как бы убирает всех недовольных, дрессирует всех, кого можно. Вот, то есть заполнятся ли эти квоты? Ну, знаете, я думаю, что, ну, риторика, реклама там или какие-то там подкручивания статистики, конечно, будут демонстрировать, что заполнится, и у России все хорошо, то есть фейково, полуфейково, ну, такая политика, безусловно, будет. Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте. Добрый день. Итак, Ремзи Ильясов, которого мы заявление обсуждаем, сослался, по крайней мере, так его цитируют аргументы недели Крым, сослался на опыт в подобных вопросах Карачаево-Черкесской Кабардино-Балкарской республики, где выработаны механизмы представительства коренного населения. Конец цитаты. Вот, если можете, расскажите нам, действуют ли в России, например, законодательно закрепленные системы квот для различных национальностей во власти, или существуют другие механизмы, или в России ничего подобного нет в принципе, но, может быть, где-нибудь есть в мире это работает, или этого на самом деле нигде нет, ну, я имею в виду, нигде нет стандартов, и все должны каждый индивидуальный случай разбирать по-своему? Хороший вопрос. Система квот, я имею в виду этнические национальные квоты, в России нигде не закреплена законодательно. Она не может быть закреплена, потому что единственное обращение в Конституционный суд человека, недовольного появлением такой нормы в законе, неизбежно приведет к тому, что Конституционный суд отменит законы, в которых были бы названы этнические квоты. Но фактически действительно квотное представительство во власти действует, неформально действует в некоторых субъектах Российской Федерации. Я бы отнес к ним в первую очередь Дагестан и Карачаево-Черкесию, в какой-то степени Кабардино-Балкарию. Там нет законов, которые бы говорили, что, например, в Карачаево-Черкесии глава республики карачаевец, премьер-министр черкес, а председатель регионального парламента русский. Таких законов нет, но фактически система вот такого представительства неформальная там существует. Иногда, если говорить о Карачаево-Черкесии, были отступления от этой системы, и они приводили к массовым митингам, волнениям и даже насильственному противостоянию между представителями разных национальностей. Ну, в первую очередь, это черкесы и карачаевцы. Иногда региональная власть позволяет себе какие-то отступления от этого принципа. Ну вот, например, недавно в Карачаево-Черкесии премьер-министром стал не черкес, а абазин. Но нужно понимать, что это очень близкородственные народы, которые живут в населенных пунктах, находящихся рядом. Абазины знают черкесский язык, как правило, практически все. И это отступление можно считать
не грубым нарушением правил игры. Квотное представительство, в которое включены даже не 3, а 14 народов, действует в Дагестане. Там поделены по этнической неформальной квоте должности, там, включая председателей комитетов регионального парламента. И эти системы работают. Они работают в том смысле, что они дают возможность лидерам этнических движений говорить представителям этих этносов о том, что у них есть представители во власти. На мой взгляд, если оценивать эту систему, она такая вынужденная. Она говорит о том, что в России очень слабо работают институты демократии. При нормальной, устойчивой демократии нет необходимости иметь своих представителей во власти. Права любого человека, в том числе его права на свой язык, на свою культуру, будут защищены не тем, что его одноплеменник находится в парламенте или работает в министерстве, они будут защищены всей системой государственных гарантий. И стремиться нужно именно к этому варианту, а не к варианту квотного представительства. Ну, бывает как бывает. Тем не менее, вот если я правильно понимаю, то в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии в каждой из этих двух республик один из народов, один из титульных народов принадлежит кавказской семье, другой к тюркской. Соответственно, там между ними достаточно четко можно провести разделение по языку. А вот в Дагестане, который вы поставили во главу этого угла примеров, из 14 там, этнических групп уже многие на самом деле, мало чем отличаются, по крайней мере, на такой широкий славянский взгляд. Вот по какому принципу я не знаю, не отбираются, назначаются, определяются границы между этими этносами, по какому принципу можно считать того или иного депутата, принадлежащего именно к этой квоте. Потому что в Крыму на самом деле может быть, если эта ситуация когда-нибудь воплотится в жизнь, то тоже встанет вопрос, где заканчиваются там крымские татары и начинаются, скажем, там татары казанские. Есть ли какой-нибудь механизм решения в Дагестане? Такого механизма нет ни в Дагестане, ни в Карачаево-Черкесии. Когда вы сказали, что в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии можно достаточно легко провести границу, нет. Есть карачаевский такой род с фамилией Семеновы. Я видел в списках депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии людей с совершенно кавказскими фамилиями, именами, отчествами, но в графе национальность стояло русский. Это потому, что этот человек прошел, так сказать, по русской квоте в парламент. А национальность определяется, к счастью, в Российской Федерации и во всем современном мире не по паспорту, а по самосознанию. То есть какого-то жесткого, четкого определения отнесения человека к этнической группе нет. И поэтому сам механизм квотного представительства этнических общностей, на мой взгляд, он мифологичен. Это мечта, которая нигде в мире не работает как гарантирующий механизм в течение длительного времени. Приведу для примера Ливан. Вот Ливан в свое время, после Второй мировой войны, был организован как государство, где все было очень четко распределено. Кто по религиозной принадлежности будет президентом, кто по религиозной же принадлежности будет премьер-министром и председателем парламента. И влияние должности, которую занимал представитель этноса, определялось численностью этого этноса. Но шло время, менялись соотношения в результате различных демографических процессов. И в результате Ливан получил кровавую гражданскую войну 70-х годов 20 века. Когда представители разных религиозных групп увидели вдруг, что их численность уже другая, и нужно все это поделить по-другому, а в Конституции уже оно закреплено именно так. То есть этот механизм не работает на длительных исторических периодах. Поставим вопрос по-другому. Может быть, там я немножко отойду от узкой крымской темы и поставлю широкий контекст. Может ли привести и прогнозируете ли вы введение, например, действия на длительном промежутке таких квот в таких республиках, где с двумя титульными народами, к разделению этих республик, например, Карачаево-Черкесию, на Карачаево и Республику Черкесию? Или российское законодательство нивелирует вот такие центробежные силы?
Ну, такие попытки делались, это довольно активно происходило в 90-е годы, но нигде раздела республик не произошло. Происходили другие вещи. Например, в составе той же Карачаево-Черкесии появился Ногайский национальный район, появился Абазинский национальный район. То есть решение вот этих проблем этнического представительства, оно было опущено до уровня местного самоуправления, до уровня района. И в условиях Северного Кавказа это, в общем, нормально, потому что там маленькие территории, там между столицами двух соседних субъектов федерации может быть 20-25 километров. Соответственно, и этносы не очень велики по численности и размещены на относительно небольшой территории. То есть для таких случаев вполне работает модель этнического представительства на уровне национального района. Поэтому я не прогнозирую разделов, если говорить о субъектах Российской Федерации. Я думаю, что механизм квотного представительства будет действовать, как и сейчас действует, только неофициально. То есть вот договорились и включили в списки на выборы, допустим, высшего законодательного органа по определенной квоте кандидатов определенных национальностей. А тут нужно помнить, что в Российской Федерации выборы, как правило, на уровне субъекта федерации проходят по смешанной системе. Ну, например, если взять ту же Республику Крым, то есть аннексированный Крым, то там из 75 депутатов Государственного Совета 25 избирается по одномандатным округам, а 50 избирается по партийным спискам. Поэтому при желании механизм обеспечить представительство какого угодно этноса есть. Но этот механизм, подчеркиваю, всегда будет только неформальным. Ну и вот тут мы подходим к самому главному вопросу. Это может, если это не личная инициатива Ремзи Ильясова, выдвинутая им из каких-то своих личных соображений, если это там первый пробный камень российской власти направлен на это, то насколько высока вероятность того, что этот механизм, пусть даже неофициально, будет запущен, и как к этому... Как можно оценить шансы на то, что это будет реализовано? Я бы оценил шансы как очень высокие. Более того, я уверен, что на следующих выборах в Государственный Совет Крыма будет значительно усилено представительство крымских татар. То есть сейчас из 75 депутатов, насколько я посчитал по персональному списку, 3 являются крымскими татарами. Но там есть также евреи, там есть грек, там есть грузин. То есть создана вот некая картинка этнического представительства. Но, видимо, недостаточного. И, видимо, произошло это потому, что выборы проходили в условиях, когда оккупационная власть еще просто не успела отсортировать нужных людей из числа тех же крымских татар и предложить им депутатские мандаты. И именно поэтому если будет введена квотная система. Большое вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Это Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». С нами на связи Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ильми, здравствуйте. Добрый день. Вот мы обсуждаем. У меня к вам будет один вопрос. Ремзи Ильясов высказался в том духе, что, может быть, будет введена квота, посмотрим, обсудим. Вот меня интересует, по вашему мнению, если такие квоты все-таки когда-нибудь в будущем состоятся, крымско-татарский народ в основном отреагирует положительно и будет заполнены эти квоты? Или будет тот бойкот, подобный тому, который мы видели с референдумом и выбором, начиная там с 2014 года? Я думаю, что в любом случае будет бойкот, потому что мы свое будущее с Россией никак не связываем. И как бы мне безразлично, будут там квоты или будет по какому-то другому принципу будут давать возможность избираться и быть депутатами так называемого Госсовета. Хорошо. Окей. Я тогда просто процитирую для наших слушателей и другое мнение. Вот, например,
Азенбаш расценивает шансы как нулевые, но тем не менее, цитирую, часть гипотетическая, будет востребована со стороны крымских татар. В массе народа крымцев общественное мнение будет негативных, но отдельных личностей воспользоваться таких халявой найдется превеликое множество. Конец цитаты. Поэтому я благодарю Ильми Умерова за его комментарий. Радио Крым Реалии будет оставаться в курсе этой темы. Если мы что-нибудь узнаем о национальном квотировании, мы обязательно вам расскажем первыми. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио Крым Реалии скоро вернется в эфир.